Ну а в Башкортостане начали закрывать торговые центры, которые не соблюдают требования Роспотребнадзора. Один из злостных нарушителей оказался в Ишимбае. Заведение инспекторы посещают не в первый раз, но владельцы никак на предписание не реагируют. Как выявила в ходе рейда специальная комиссия, в центр мог попасть любой желающий, невзирая на отсутствие сертификата о вакцинации. Подробнее о ситуации расскажет Артур Шамсуддинов. Мы зашли, у нас никто не запросил у нас сведения о прививках с QR-кодами. Чтобы зафиксировать нарушение, проверяющим достаточно было просто войти в торговый центр. На входе ни термометрии, ни обработки рук. Что уж говорить о проверке сертификата вакцинации. Делать этого некому. Весь персонал – продавцы, каждый в своем магазине. Да и они, похоже, к требованиям отнеслись формально. Это ведро для мытья пола. Да. А где емкость для приготовления дезинфицирующего раствора? Инструкция для приготовления дезинфицирующего раствора, мерная емкость. Сам дезинфицирующий. Средство обычно это там белизна. А между тем белизна является лишь антибактериальным средством, в то время как для дезинфекции помещений от COVID-19 нужно противовирусное. Но об этом не знают ни владельцы магазинов, ни уборщицы. Инспекторы обошли несколько точек торгового центра, и везде ситуация похожа. Халатное отношение к противоэпидемическим мерам. Недалеко ушли и покупатели. Да. Пошли мы. Знаете куда? Сертификат. Охренели совсем. В Ишимбайский торговый центр «Палуба» проверяющие приходят уже в третий раз. Владельцы упорно замечания игнорируют. Но, похоже, теперь избежать ответственности им не удастся. За нарушение санитарных правил предусмотрен административный штраф на граждан от 15 до 40 тысяч, на должностных лиц от 50 до 100 тысяч. На юридических лиц предусмотрен административный штраф от 100 тысяч до 300 и предусмотрено также административное приостановление деятельности. Сотрудники Роспотребнадзора составили административный протокол. Правда, вручить его владельцам не смогли. В здании не было администрации, а хозяйка по документам и вовсе числится в Уфе. О произошедшем ее уведомили телеграммой. Впрочем, это не помешало проверяющим органам на 5 суток приостановить деятельность торгового центра. Плюс к этому документы передадут в суд, который может продлить ограничительный срок до 90 дней. Пожалуйста, мы призываем к вакцинации людей. Призываем также не бунтовать, не устраивать какой-то дебош на входе, то есть и относиться к этому с пониманием, беречь себя и своих близких, и окружающих. Ужесточение ограничительных мер началось с 12 октября. С 18 числа они затронут салоны красоты, сауны, фитнес-клубы, бассейны, заведения общепита, где более 50 посадочных мест. Главная цель, которую преследуют специалисты – разорвать цепочку заражений. Учитывая, что в Башкортостане на данный момент худшая ситуация за все время пандемии, власти обещают действовать жестко. Артур Шамсуддинов, Дина Мурзина, Алина Садриддинова и Загир Хасанов. Новости Ишимбай.